Этот закон устанавливает правила работы государственных органов, а именно органов исполнительной ветви власти и исполнительных органов местного самоуправления, то есть айлюк-мыту и мэрии городов. Вот. По тем вопросам, которые, по тем обращениям и заявлениям, с которыми обращаются к ним граждане, физические лица или юридические лица. Во-первых, по закону об административных процедурах, если обращение поступает в орган, который некомпетентен рассматривать вопрос, который в нем поднимается, то он обязан переправить это обращение в тот орган, к компетенции которого это относится. Унификация процедур, она не представляет из себя такой сложности. Нужно просто понять, как работают госорганы, чтобы сделать так, чтобы все госорганы работали одинаково. Если и не должно быть никаких различий, да, если я как гражданин обращаюсь в одно министерство, и это министерство, рассматривая мое заявление, следует вот этим единым унифицированным правилам, таким образом и все остальные государственные органы точно так же должны рассматривать мое обращение уже в другие госорганы вот по таким единым и унифицированным правилам и процедурам. Судебную ветвь власть возьмите, она тоже работает по единым правилам и процедурам. И эти правила и процедуры тоже закреплены на уровне законов. То есть это все процессуальные законы, которыми наши суды и судьи руководствуются, рассматривая те или иные гражданские, уголовные, административные, экономические дела и так далее. То есть невозможно себе представить ситуацию, что судьи Бишкекского городского суда, например, рассматривают уголовное дело по каким-то своим процедурам, а судьи Ожского городского суда рассматривают аналогичное дело уголовное, но по каким-то своим процедурам и правилам. Это невозможно. Применение этого закона не имеет такого большого временного опыта. Закон был принят в 2015 году, но вступил в силу в мае 2016 года. Ну, получается, только 3 года. Почти во всех случаях государственные служащие отвечали, что это не военная служба, это не служба в правоохранительных органах, это не дипломатическая служба, чтобы разграничить вот эти виды разных служб, мы думаем, что вот в названии этого закона и появилось, и дальше по тексту, и появилось вот это слово прилагательное гражданская служба. Да? А между тем, все аналогичные законы, например, стран Европы говорят о публичной службе, о гражданской службе, о службе на благо всего общества. И именно этот смысл вкладывается в слово «гражданский». То есть служба на пользу общества, на пользу гражданам. И действительно, закон об административных процедурах в том числе направлен на то, чтобы повернуть, скажем так, государственную власть лицом к человеку, и чтобы государственная власть помогала человеку с теми его проблемами, с которыми он, может быть, сталкивается в повседневной жизни.